Самые яркие моменты – походы, поездки, соревнования и, конечно же, общие сборы. У военно-патриотического движения «Юнармия» сегодня первая в их истории встреча выпускников. За столом студенты высших военных учебных заведений страны, в их числе Университет Министерства обороны, Академия МЧС. Все эти ребята начинали свой военный путь с вступления в ряды «Юнармии». Я курсант военной академии ордена Ленина Кутузова материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Васильевича Хурлова. Но все мы знаем, что юнармейцы, выпускники по окончанию школы, все должны сдать ЕГЭ. Перед всеми стоит выбор дальнейшего обучения, выбор своей профессии. И важно выбрать такое дело, которое бы нравилось. Я считаю, что стать военным сегодня – это очень красиво, престижно. Самое главное, это очень достойно. Сегодня они не просто обмениваются воспоминаниями, но и делятся опытом с подрастающим поколением. На встрече присутствуют действующие юнармейцы. Общение проходит в формате вопрос-ответ. Наши сегодняшние гости понравились. Было интересно задавать им различные вопросы, ответ. И мне, конечно, большинство всего интересовал вопрос, учатся ли девушки с Кавказа, потому что мне тоже хотелось. И чем я осталась очень довольна, рада, хотела бы поблагодарить каждого из них. Львиная доля вопросов от юных участниц движения адресована Анжелике Чехкиевой, одной из самых ярких выпускниц Юнармии. Девушка с удовольствием делится своими воспоминаниями и опытом, ведь годы, проведенные в патриотическом движении, были одним из самых насыщенных для Анжелики. Сейчас девушка учится в Ингушском госуниверситете, осваивает профессию педагога. На самом деле Юнармия очень сильно помогает в том плане, что ты набираешься опыта. Даже если ты не идешь по направлению военной, там, не знаю, в вуз не поступаешь или еще что-то, если ты не идешь по этому направлению, то все равно оно тебе помогает, потому что у тебя ты бываешь морально устойчив, физически устойчив ко многим моментам, которые происходят в твоей жизни. Самые яркие воспоминания, моменты, которые были, это, наверное, поездки, когда мы все вместе собирались и ездили. Я помню поездку в Тулу, это был лыжный забег. На самом деле мы испытали очень такие эмоции. После интерактива приглашенные гости провели для юнармейцев мастер-класс по сбору и разбору автоматов на скорость. Вдохновляюсь каждый раз, когда слышу, что наши земляки, учатся, уже проявили себя в этом деле. И мне хочется тоже проявить себя, поступить на военное дело. Я всегда считаю, что ребенку, молодому человеку доходчивее и понятнее объясняет его ровесник, хотя бы или где-то близко там. То, что говорю я, взрослая тетя, и то, что говорит вчерашний выпускник, который буквально вчера был таким же, как и они, это воспринимается намного лучше, они это воспринимают, они это впитывают. И когда они видят пример, что ребята точно так же маршировали, пели гимны, участвовали во всех мероприятиях, и они понимают, это приводит к результату, я тоже так смогу. Я думаю, что это для них хороший стимул такой, стать такими же, даже лучше, чем эти ребята. Завершилась встреча торжественной церемонии награждения. Благодарности и грамоты получили почетные выпускники движения. Амина Бокова, Асхаб Белакиев, Новости 24.